Накануне в России отметили День Победы. Сразу после парада на Красной площади, который транслировали на больших экранах в столичных парках и даже на вокзалах, в Москве начались праздничные гулянья. Улица Тверская стала пешеходной, но не для обычных прогулок. Здесь прошел бессмертный полк. В столице страны акция в этом году собрала более 1 миллиона участников. Подробности у наших корреспондентов. Несмотря на то, что фронтовиков с каждым годом становится меньше и меньше, к акции присоединяется все больше людей. И это говорит о том, что память об ушедших героях не меркнет. В 15 часов колонна с транспарантами в 4-й раз отправилась в путь по Ленинградскому проспекту и Тверской. Якутяне традиционно с большой радостью принимают участие в шествии бессмертных фронтовиков. Мой дед Сафронов Дмитрий Дмитриевич был призван из Черепчинского района, воевал под Сталинградом. Погиб без вести. Будет очень знаменательно, если мы пройдем по Тверской в составе бессмертного полка вместе с моим дедом. С Днем Победы, с праздником великим! Шествие длилось 2 часа и завершилось на Красной площади. Участников сопровождала военная музыка, люди пели песни тех лет, обменивались георгиевскими ленточками, вспоминали своих родных. Мой дед Верховцев Дмитрий Михайлович ушел на войну вместе с 2 старшими братьями. Старшие братья не вернулись с войны. И вот мой дядя, он воевал, освобождал Белоруссию, Прибалтику. Как известно, первый бессмертный полк прошел в 2012 году в Томске, и именно после этого города стали присоединяться к акции. Сейчас в ней участвуют не только жители России. Это движение охватывает уже около 80 стран. Мой дед Томский Егор Михайлович ушел добровольцем, хотя имел бронь. Он работал председателем колхоза, погиб при форсировании Днепра на территории Украины в 1943 году. Сегодня мы его потомки. Правнучка Мария пронесет его портрет по Красной площади. Мы счастливы, что мы можем это сделать в его память. Бессмертный полк объединяет в своих рядах современников, разделяющих разные политические взгляды. Сюда входят представители многих национальностей. Люди во всем мире собираются, чтобы вспомнить своих родных. Из нашей семьи у отца и у матери было призвано на фронт по 4 человека. И, к сожалению, половина из них не вернулась с поля боя. Скажите, какие ощущения у вас вызывает вот эта акция «Бессмертный полк»? Гордость за предков, и мы хотим помнить их, и чтобы наши в следующем дети тоже помнили всех наших бабушек, прабабушек. Сегодня, конечно, удивительный день. Праздник грустный и радостный одновременно. Мы грустим, когда вспоминаем о гибели наших предков, но и радуемся свободной стране и мирному небу. После окончания войны прошло уже 73 года, но россияне помнят своих героев. И бессмертный полк – это сохранение памяти по отношению к уходящему военному поколению, по подвигам которого нас учили любить Родину и ценить мирное небо. Татьяна Черемкина, Олег Южилкин, Москва.